Второй день экономического саммита. На его полях все такой же ажиотаж. Но сегодня большое внимание приковано к сессиям, где участники из 60 стран говорят об экономических, торговых, информационных и экологических отношениях. Первая сессия в первом зале. Здесь представители 38 торгово-промышленных палат из России, Турции, Узбекистана, в онлайн из Бахрейна, Индонезии и других стран. И каждая делится своим опытом. В Татарстанскую палату входит 2000 компаний. В пандемийный год она приняла больше 11 тысяч обращений от бизнеса. Торгово-промышленные палаты в сложный момент принимали решения, я только вот по Татарстану могу сказать. Вот многие предприятия малого бизнеса были на грани, и вот то, что торгово-промышленной палатой и перед правительством, и в рамках своих полномочий решали очень серьезную задачу стабилизации. Как бизнесу выходить на рынки исламских стран и Европы, какие меры поддержки эффективны и как привлекать инвестиции в пандемию. Опыт у каждой палаты свой. Казань-саммит – площадка, где им можно поделиться и найти ответы. Каждый день заботимся, чтобы наши бизнесмены ездили с визитом, участвовали в выставках, ярмарках, чтобы наши бизнесмены зарабатывали. Мудрость в различиях, а не в схожести. На саммите большая география, и каждый опыт для нас ценен. Логистические задачи для бизнеса решают уже на сессии роль международного транспортного коридора север-юг в развитии стран Каспийского региона. Это касается России, Туркменистана, Казахстана, Ирана, Азербайджана, а там рядом и такие крупные игроки, как Индия и Китай. Следует понимать, что для формирования эффективной товаропроводящей системы коридора север очень важно развивать транспортные коммуникации путем создания высокотехнологичных объектов транспортной инфраструктуры, мультимодальных контейнерных терминалов и товарораспределительных центров, ну и другие инфраструктурные решения. Здесь в пример ставят Татарстан. Большая реконструкция трассы М7, строящийся транспортный узел в аэропорту и дорога Москва, Казань, Екатеринбург М12. Так сокращается время в пути, а значит и стоимость доставок для бизнеса. В Татарстане все делается очень продуманно и очень достойно. Никаких вопросов не возникает в связи с этим. Поэтому наш клуб – это экспертная площадка, это общественная площадка. С 2000 года идет налаживание этого маршрута север-юг. Я бы очень хотел вовлечь в эту дискуссию всех участников. Об экологическом, социальном и корпоративном управлении говорят уже на сессии Сбера. По сути, это трансформация крупных компаний в сторону зеленой экономики, когда бизнес инвестирует в экопроекты. Эти вопросы очень важны и серьезно занимается наша компания КАМАЗ, наши крупные компании, как Казань-Оргсинтез, Таифенко. Татарстан – лидер среди регионов нашей страны по устойчивому развитию в экологии и экономике. Среди примеров экоинвестиций в республике – деревообрабатывающая компания из Турции. Свою продукцию она получает в результате переработки. Вот эта компания Кистамуну, это просто очень хороший пример. Это компания, которая действительно занимается деревообработкой. Она, недавно запустила 3-ю линию по производству ламината. Это компания, которая в 2020 году 700 тонн различных отходов переработала. В таком формате открытых дискуссий сегодня и прошел второй день экономического саммита. Подведение итогов началось, как и его открытие, с чтения Корана. Это пленарное заседание саммита. И здесь главное – исламская экономика. Она сейчас оценивается почти в $3 триллиона. Через 2,5 года ожидается рост еще на 800 миллиардов. И Казань-саммит – один из инструментов роста экономики. Это отметил в своей телеграмме президент Турции Реджеп Эрдоган. Мы с вами должны работать над ускорением роста темпов экономики. Турция прилагает большие усилия для стандартизации халяль, и те усилия, которые в этом вопросе прилагает Татарстан, достойны похвалы. Обращение к участникам саммита направили и Валентина Матвиенко, и Сергей Лавров. Сегодня это признанная авторитетная площадка, где обсуждаются вопросы укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.
Казань саммит выступает эффективным экономическим инструментом группы стратегического видения России и Исламский мир, которую я возглавляю по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Подводя итоги, участники саммита пришли к тому, что Россия и исламские страны должны стать примером для Европы и Запада в части осознанного потребления. Кроме того, снова встал вопрос единых стандартов халяль. Над ними работа продолжается. А зеленая экономика, как отметили на пленарном заседании, это уже не тренд, а необходимость в современном мире. Салават Мухаммадуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.